В Ухте я уже 7 лет, то есть за это время было много чего. На самом деле город очень сложный. Чтобы там стать своим человеком, нужно приложить максимум усилий, потому что сами по себе ухтинцы, они очень специфические люди. Сыктывкарцы, они проще, там, интинцы, они добрее, а вот ухтинцы, они такие вот, у них запросы, ну, минимум, как у москвичей. Поэтому мне пришлось, на самом деле, приложить очень много усилий для того, чтобы стать в этом городе своей, и я надеюсь, я действительно ей стала там. Да, такие обвинения звучат, и мне прям смешно. Получается, что я такая всесильная вообще, вот я просто могу взять и там... тысячи родителей, чьи дети занимались на Горького 10, как-то впечатлить, чтобы они там начали отстаивать свои права. Все это бред на самом деле. Никто там ничего не нагнетает. И я даже представить себе не могу, как вообще это возможно, чтобы один единственный человек, да, вот смог столько проблем создать городской власти. Все дело в том, что городская власть не умеет выстраивать отношения с народом. Отсюда рождается целая череда конфликтов. Но так как люди не любят чувствовать себя виноватыми, нужен тот, кто как бы будет виноват. Получается, что сейчас у ухтинской власти это я. То есть они сами не умеют решать проблемы, они не хотят решать проблемы. Но надо же на кого-то списать. У нас же есть программа денег, Крутских же есть у нас. Пусть будет Крутских виноваты за все конфликты, которые есть в Ухте. Неужели я не даю городской власти решать проблемы там, с Горького 10, с ГПЛ, там, да, с тем же? Неужели я заставляю городскую власть в мае нанести разметку, кричать о том, круто, впервые в истории Ухты разметку нанесли в мае, а потом через 2 недели взять и всю эту разметку снять, потому что ямочный ремонт начался? Ну, неужели это я заставляю делать городскую власть? Если это я, то, ну, супер, я Бэтмен. Да. Нет, я за все свои годы никогда ни в какой партии не состояла и, в принципе, не собираюсь этого делать. Когда я приехала в Ухту, да, программа «День», она, ну, говорили «Единая Россия», подразумевали программу «День». Говорили программу «День», подразумевали «Единая Россия». На самом деле очень много трудов стоило, чтобы это развенчать. Потому что, ну, новости, они все равно должны быть новостями. Они не должны быть там единороссовскими, коммунистическими, еще какими-то. Поэтому мне понадобилось несколько лет все-таки на то, чтобы нас стали разграничивать, что «Единая Россия» – это «Единая Россия», а программа «День» – это все-таки программа «День». Сейчас мы вышли на такой этап, когда нас вообще ни с какой партией в Ухте, ну, как бы не сравнивают. Меня лично все время пытаются запихнуть в какую-то оппозицию. Я не оппозиция, я вообще не лезу в политику, я делаю новости. Да? А новости, они не могут быть там какими-то политическими или неполитическими. Во всяком случае, в городе Ухта. В столице, возможно, какой-то там свой отпечаток накладывается на новости. Но у нас вот все говорят, вот вы там мешаете власти, там что-то еще делаете. А что мы такого делаем? Мы просто говорим власти, что вот здесь непорядок, да? Вот здесь вот тоже есть проблемы. В принципе, если бы власть была нормальной, она бы это брала себе на заметку, да, и смотрела, что действительно, ну, может, где-то дороги в дождь там укладывают асфальт у нас, может, нужно на это внимание обратить, а не брать и бороться там с журналистами, которые об этом говорят. Это глупо вообще, на мой взгляд. И, в общем, я вне политики, я в политику не лезу, еще раз повторю, я просто делаю новости, ничего большего. Почему у него интерес к моей личной жизни, мне немножко, если честно, непонятно. Меня это удивляет и даже пугает. Вот, потому что, ну, может быть, у человека что-то не в порядке в его личной жизни, поэтому он интересуется моей. Не знаю. Такая закономерность очень странная. После того, как он начал писать свои блоги разоблачающие, у него изменился статус. У него появилась в 7/7, по-моему, советник мэра Г. Ухта. Вот. Ну, то есть я понимаю, вот мотивацию Юрия Васильевича Сарычева я как раз-таки понимаю. Да? То есть, ну, за должность, он потому что любит должности, кстати. Я не понимаю, что происходит с Юрием Васильевичем Сарычевым. Он обвиняет меня во всех смертных грехах. Он уже написал заявление на меня, что якобы я взломала его блоги. Я сейчас уже боюсь, что будет следующее заявление, что я проколола ему колеса. Он писал об этом в интернете. Вот. Поэтому, ну, может, ему просто скучно жить. Вот ему скучно жить, он нашел себе такое развлечение, да, которое еще вдобавок ко всему оплачивают. Ну, я рада за него. Хотя по стилистике, вот потому что написано, я вижу, что это пишет не Юрий Васильевич Сарычев.
Вот некоторые комментарии, я вижу, что это именно Юра пишет, потому что там вот есть своя специфика. Текст, например, про мою личную жизнь написан не им. Это однозначно. Это видно, что это коллегиальное творчество. Это, знаете, как в мультфильме про Простоквашино, когда они все дружно писали письмо там. У меня еще и хвост отвалился, что-то там такое. Вот эти блоги – это хороший пример, да, что это коллективное творчество, вот они сидят вместе и сочиняют. Но это же хорошо, когда люди чем-то там объединены какой-то единой целью. Я рада за них. В последнее время это, наверное, 70% времени уходит на то, чтобы чиновника заставить давать какие-то комментарии. Причем комментарии там не о том, есть ли жизнь на Марсе, а конкретно о его работе. То есть в Ухте сейчас чиновники у нас максимально закрыты. То есть они не хотят общаться со СМИ, во всяком случае, со всеми СМИ, кроме одной программы, которая у нас есть сейчас в городе. С ними они всегда находят время пообщаться. Они не хотят давать комментарии, да, вот стандартная фраза у нас, пришлите мне информационный запрос, а я подумаю, ответить вам или нет. Поэтому 70% времени у меня сейчас уходит на то, чтобы, во-первых, писать запросы, во-вторых, писать запросы в прокуратуру, да, потому что администрация обычно дает отписки. Самый демократичный, самый бесполезный, потому что он не работает. Вот элементарный запрос, который мне приходит из администрации, да, вот реальная отписка. Следом пишешь жалобу в прокуратуру. А прокуратура еще месяц, по-моему, будет рассматривать, да. Через 2 месяца тебе пришлют ответ, и в итоге скажут, да ничего же страшного. А время-то прошло, вот та информация, которая мне была нужна, она уже в принципе мне не нужна. Поэтому в последнее время я уже как-то и перестала запросы писать, потому что я понимаю, что это бесполезно. У нас были случаи, например, когда съемочную группу директор школы в Ухте просто брал и вот так вот выкидывал из кабинета. И что вы думаете? Кто-то на это обратил внимание? Нет. А вы говорите закон о СМИ. Закон о СМИ у нас, во всяком случае, в Ухте, он не работает. Перед летним спадом мы дошли до того, что четко у нас было по всем источникам 10 тысяч просмотров в сутки каждого выпуска новостей. Да? Для интернет-версии, согласитесь, это очень хороший показатель. Более активные люди, они все-таки смотрят новости в интернете. Меня поражает, знаете что? Что вот когда мы пропали из эфира, многие бабушки нам звонили, потому что телефоны остались прежними, и они просили нам там адрес нашего сайта дать, потому что они потом нагружали там своих внуков, которые искали наш сайт, и они каждый вечер продолжали смотреть наши новости. Там звонила пожилая пара из Беларуси, которая переехала, да, и они такие: о, как здорово, что вы теперь все-таки в интернете, мы можем вас смотреть. Я думаю, что будущее новостей за интернетом. Телеэфир, он очень скоро отомрет, потому что все-таки ты привязан к определенному времени, ты должен там, хочешь не хочешь, а в 7 вечера сесть перед телевизором, посмотреть новости. Интернет хорош тем, что я могу посмотреть новости в 8 вечера, в 1 ночи, в 2 часа ночи. Да, я могу нажать на стоп, пойти там чай попить, вернуться и досмотреть. Вот это то, чего лишен телеэфир. Мы в этой же нише останемся, независимо от того, там, сменится власть в Ухте, не сменится. То есть мы будем идти в том же направлении, потому что эти новости, они всегда интереснее, во-первых. А во-вторых, мы же не вдруг вот так вот стали такими вот независимыми. Мы всегда отличались тем, что мы позволяли себе критиковать чиновников. Просто раньше чиновники в Ухте к этому относились спокойнее. Да? Там не было такой жесткой цензуры, как сейчас вели. Даже несмотря на какие-то проблемные сюжеты, но городские власти все равно давали комментарии. Да? Поэтому сюжет казался мягче, потому что он комментированы, и, в принципе, там, показывалось, как эту проблему можно решать. Сейчас из-за того, что сама администрация закрылась, не дает никаких комментариев, складывается ощущение, что мы их только гнобим. Новости должны быть интересными не журналистам, а зрителям. Вот в чем беда многих ведь программ. В том, что мы стараемся сделать новости какими-то там лощеными, какими-то такими, чтобы они были фундаментальные. Да не хочет зритель смотреть ваши фундаментальные новости. Человек хочет смотреть, что происходит у него там у соседей, да, там, как отремонтировали там трубу где-то, да, и не замерзнет ли он зимой из-за этого. А зрители почему-то пытаются пихать какие-то там большие материалы, непонятно о чем. Новости – это не то, что интересно тебе, твоей маме и твоим друзьям. Новости – это то, что интересно зрителям. Вот когда мы научимся это делать, наши новости с удовольствием будут смотреть зрители. Для него пиар – это главное. На самом деле я
вначале я думала, действительно, это очень грамотный руководитель, когда он был на Сосногорске, да, то есть вот все, мы особо не вникали в жизнь этого города, ну, как-то все у них там все было хорошо, все было отлично. Когда пришел на Ухту, я поняла, что делать ничего не делается, да, но зато на телевидении появляются там сюжеты, что в Ухте впервые там за все время вкрутили лампочки. Ну, то есть вот тот уровень пиара, который он делает, это не для него, это уровень замов, наверное, каких-то, да, потому что у меня сегодня там четкое ощущение. Игорь Викторович Леонов – это человек, который вкручивает лампочки в Ухте и меняет окна в школах окна. Все. Чего-то глобального я от него так и не увидела, да, хотелось увидеть там его какую-то концепцию развития Ухты. Я не увидела этого, как ни странно, хотя вроде бы там, ну, человек заявлял, что он пришел в Ухту там всерьез, надолго, но тем не менее, посмотрев на его команду, можно сделать вывод, что, ну, и команда слабовата. Получается, что человек, который вот во главе этой команды, вокруг себя не смог собрать сильных людей. Ну, это ведь тоже хороший показатель того, насколько он грамотный руководитель. Раньше вот ухтинцев интересовало, там, почищен у него двор или не почищен, да, там, пойдет он в магазин, купит он там свежие продукты, непросроченные, или не купит. Сейчас немножко другое. Ухтинцы вообще очень активные, да, они уже просто не хотят там смотреть, как у него во дворе, они хотят смотреть, как у него в городе. И то, что они видят, ну, не очень нравится на самом деле, потому что получается, что цены на жилье растут, а у нас в городе отменяют аукционы на строительство многоквартирных домов. Это же на себе ощущает каждый человек, который там хочет купить квартиру, хочет снять квартиру. Поэтому, может быть, даже в чем-то Игорю Викторовичу-то и сложнее, потому что вот в отличие от того же Сосногорского, он пришел же после Страмцова, который 10 лет там на коне шашкой махал, да, пришел, построил пару фонтанов, все отлично, там благоустроил что-то как-то, да, и сосногорцы подумали, как здорово, какой вообще великий человек пришел. А ухтинцам-то есть с чем сравнивать. И если там в 2011 году дороги чистились, а в 2012 почему-то их перестали чистить, мы же понимаем, что это не спецавтодор виноват и не директор этого спецавтодора. Да? Потому что там раньше же он умел чистить дороги. Что с ним случилось? Почему он разучился в этом году это делать? Диана Эдуардовна Махмутова очень интересная женщина, на самом деле. Прежде чем попасть на прием к Игорю Викторовичу, даже заместители, они сначала идут к Диане Эдуардовне. Если Диана Эдуардовна говорит, что это не надо делать, значит, это не делается. В какой-то степени можно сказать, что она действительно переросла уже там технолога, да, и стала просто серым кардиналом в городе. Ну, если это действительно так, то мне жалко Игоря Викторовича Леонова, потому что, ну, он выбрал слабого члена команды, который надавал ему кучу вредных советов. Кстати, может, она специально даже делала. Потому что то, что вот те советы, которые она ему дает, по факту оборачиваются против него. Сосногорск 2007 года очень сильно отличается от Ухты 2012 года. А то, что происходит в Ухте, они делают по лекалам 2007 года Сосногорска. Да? Всех перекрыть, всех закрыть, оппозицию там жесткую сжать, это там сделать. На Ухте это получается по-другому. Оппозицию свернуть не получается, потому что, ну, сами по себе ухтинцы очень активные. Когда Игорь Викторович был назначен руководителем администрации Ухты, он вызвал меня для разговора, чтобы, ну, пообщаться. В принципе, это нормально, так и должно, наверное, быть. Мы с ним поговорили, договорились о каком-то нейтралитете, да, там, что вот мы даем ему время, чтобы он себя проявил, мы не трогаем его, как бы, ну, а он, в свою очередь, не трогает нас. После этого он мне сказал, ну, а дальше по всем тонкостям зайди к Диане Эдуардовне Махмутовой, и она тебе объяснит. После того, как я зашла к Диане Эдуардовне Махмутовой, она мне сказала, ну, давай так, вот пусть там примерно 70% вашего времени будет посвящено делам администрации, благим делам администрации. На что я очень удивилась и говорю, а зачем вам это? Ну, это же слишком топорно, нельзя же так вообще, люди не хотят смотреть там о том, какие у нас чиновники хорошие. Все. Вот это вот был наш с ней такой разговор. После этого начались у нас проблемы, там, вытеснение из эфиров, еще чего-то. То есть, в принципе, она своими действиями сама подняла нам рейтинги, да? Вот если бы они нас оставили в покое, не трогали, да, там, делали качественно свой продукт телевизионный, который они сделали, ну и все бы было хорошо, да, там, может быть, нас уже и забыли бы даже зрители, если бы они смогли нас действительно по качеству переплюнуть.
Но, тем не менее, все действия, которые делала Диана Эдуардовна, были направлены на то, чтобы поднять наши рейтинги, и мои в том числе. Возникает вопрос, насколько умный это поступок? У нее статус выше зама. Это однозначно, это говорит даже о том, что замы ходят к ней советоваться. Вот. И хотя это странно, потому что этот человек сидит в администрации, в кабинете, кстати, бывшего заместителя по соцвопросам, пользуется какой-то внутренней документацией, да, и при этом она нигде не оформлена. То есть она не числится в штате, она не числится там по договору по какому-то. Ну, вот непонятно, мне даже интересно стало. Интересно, мне там выделят кабинет? Вот если я приду и скажу, хочу сидеть в администрации, дайте ко мне кабинетик. Боюсь, что да, не дадут, наверное. Сейчас приемная руководителя администрации, сам руководитель администрации закрыт полностью от жителей Ухты. Когда человек хочет записаться к нему на прием, сначала его отправляют в общественную приемную на Первомайскую 3, это где пенсионный фонд, там его выслушивают, и после этого говорят, ну, навряд ли вас примет Игорь Викторович. Скорее всего, вот вам просто письменный ответ дадут. Я это говорю не потому, что вот, ну, мне хочется это сказать, потому что на самом деле к нам очень много людей обращаются, которые говорят, а что такое, почему раньше можно было запросто прийти там, ну, в приемную к руководителю администрации, там, попасть к нему на прием? Почему сейчас такие проблемы? То есть у нас и городская власть закрыта, и администрация закрыта, и руководитель администрации закрыт от горожан. Конечно, есть негатив, потому что люди понимают, что в Ухте очень много своих специалистов. В принципе, зачем нужно тащить людей из Сосногорска, немного непонятно. Зачем надо приходить и увольнять людей, которые не лезут в политику, а выполняют там свои, ну, какие-то обязанности, и к ним в принципе нет претензий. Непонятное поведение, непонятная позиция, просто для того, чтобы зачистить и назначить своих. Ну, тогда назначай своих, но умных, потому что те назначения, которые происходят, они показывают, что, ну, люди-то не очень умные, на самом деле, пришли сейчас. Олег Владимирович Казарцев, он в чем-то мягче Леонова. То есть он не нагибает людей в жесткую, как это вот принято у Игоря Викторовича. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Потому что, как показал последний год жизни в Ухте, чиновники очень боятся силы. То есть они не хотят, чтобы с ними там по-человечески разговаривали, да, потому что они тогда начинают там какие-то вещи себе позволять. А когда их нагибают, они боятся, да, они там зажимаются и думают, ой, только бы меня не уволили. Поэтому Казарцев больше любил делать, чем говорить, у Леонова наоборот. Да? То есть для Казарцева там вкрутить лампочку где-то в школе, это вообще не повод для того, чтобы написать пресс-релиз, например. А для команды Игоря Викторовича это повод, чтобы целую серию пресс-релизов написать.